Главные события среды 4 октября в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте, вот основные темы выпуска. Стал известен новый состав правительства Якутии. Илтумен одобрил кандидатуры председателя, его заместителей и министров. Свыше 25,5 тысяч человек уже охватили мобильными докторами. С февраля они объездили все 13 арктических районов республики. Праздник отважных, уверенных и смелых. В Якутске наградили сотрудников гражданской обороны. Телефонные мошенники продолжают опустошать кошельки доверчивых нюрнбергцев. Только за минувшую неделю зарегистрировали 8 случаев дистанционного мошенничества. Розовый с заботой о здоровье. Телебашня Якутска окрасится в розовый цвет в честь Всемирного дня борьбы с раком молочной железы. Второе очередное пленарное заседание Государственного собрания Илтумен стартовало в Якутске. В рамках него народные избранники согласовали изменения в состав республиканского Кабмина, который ранее внес глава региона Айсан Николаев. Подробнее о заседании, о назначениях расскажет Марина Захарова. Первым делом на заседании из числа избранных депутатов был выбран Сахамин Афанасьев в качестве члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Он работал долгое время во многих районах республики, в том числе и в арктических улусах, хорошо знаком с жизнью населения и его проблемами. По словам коллег, это поможет ему при новых обязанностях. Обладает хорошим опытом. Думаю, что он будет достойно представлять Государственное собрание Илтумен Республики Саха-Якутия в Федеральном собрании и будет защищать интересы нашей республики совместно с Егором Ивановичем Борисовым. Мы на него очень надеемся, желаем удачи, крепкого здоровья, и чтобы мы в его лице получили достойного сенатора. Одобренные кандидаты, многие из которых в должность министров вступили впервые, уже наметили себе план работы. Они все хорошо знакомы со своей сферой, потому намерены немедленно приступить к действиям по улучшению качества жизни населения. Время, как говорится, на раскачку не дается. Мы не пришли с другой сферы в сельском хозяйстве, работали долго, поэтому буквально с сегодняшнего дня мы будем продолжать начатую работу, будем вести в нормативные документы изменения, соответственно, будем формировать рабочую команду и идти только вперед. Также народные депутаты дали согласие на назначение Петра Попова на должность министра экономики, Павла Багананова на должность министра имущественных и земельных отношений. Артем Александров станет министром сельского хозяйства и продовольственной политики, а Гаврил Кириллин продолжит работу министра по внешним связям и делам народов. Все министерства планируют работать сообща. Каждое министерство – это механизм, винтик одного большого механизма часов. Одно министерство оно не сможет полностью исполнить все поручения или задачи. Это работа комплексная всех министерств, поэтому в первую очередь должна быть слаженная комплексная работа всего правительства, чтобы каждый понимал, что он должен делать, куда идти и достигать тех целей, которые поставили перед ним. Стал известен и председатель правительства Республики Саха-Якутия. Им по единогласному решению стал Кирилл Бычков. Борьба с бедностью, развитие сельского хозяйства, экономики, промышленности – все эти вопросы важны и будут приложены все усилия по разработке стратегии по их разрешению в течение следующих 5 лет. Глава Республики Саха-Якутия Айсан Сергеевич Николаев поставил очень четкие, амбициозные, но реалистичные и, самое главное, актуальные цели для работы правительства на текущие 5 лет. Хотел бы отметить, что у нас ведь подписано постановление Совета Федерации в конце 2022 года, которое определило основные направления деятельности, и реализация этих планов и этих проектов будет также одной из основных задач правительства нового состава. Народные депутаты назначили также первых заместителей председателя. Ими стали Дмитрий Садовников и Джоустан Борисов, имеющий большой управленческий опыт, как отметил глава республики. А заместителями председателя станут Георгий Степанов, Анатолий Семенов, Ольга Балабкина и Сергей Местников. За каждым закреплен блок в правительстве в различных сферах жизни населения. Марина Захарова, Павел Пахомов, Семен Семенов, Якутск. Также стал известен и обновленный состав республиканского Кабмина. Свои посты сохранили министр транспорта Владимир Сивцев, министр труда и социального развития Елена Волкова, министр ЖКХ Вячеслав Емельянов, министр спорта Леонид Спиридонов, министр промышленности Максим Терещенко, министр предпринимательства и торговли Тимур Ханды, министр по развитию Арктики Владимир Черноградский, министр по делам молодежи Петр Шамаев. Василий Ефимов назначен министром инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий. Афанасий Ноев назначен на должность министра культуры и духовного развития Якутии.
Также к Кабмину добавилось еще одно министерство по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии. Его сформировали из Государственного комитета по безопасности жизнедеятельности населения. Министерство возглавит Дмитрий Лепчиков. Помимо этого стали известны и руководители различных ведомств. Так, Павел Аргунов назначен руководителем управления Госстройжилнадзора. Николай Бочков назначен ИО председателя Госкомцен. Павел Иванов назначен председателем Госкомитета юстиции. Светлана Горюшинская стала председателем регионального Госкомзанятости. Любовь Попок назначена руководителем управления архитектуры и градостроительства. Петр Петров ИО Департамента ветеринарии Якутии. Перейдем к другим темам. Свыше 25,5 тысяч человек уже охвачены мобильными докторами. С февраля они объездили все 13 арктических районов республики. Среди осмотренных 8 тысяч детей и 4100 представителей коренных малочисленных народов Севера. Напомню, первый медицинский десант был совершен еще прошлой зимой, начиная с февраля. Сейчас врачи уже находятся на втором этапе. О том, как проводится работа и каковы ее результаты на сегодняшний день, расскажет Мария Кардашевская. В лучших традициях произведения Корнея Чуковского наши доктора отправились помогать тем, кто порой не может добраться до Якутска, чтобы показаться врачу. Путь их лежал не близкий не только на самолетах, но и на вертолетах, машинах, а порой и на буранах. 89 населенных пунктов, 13 арктических районов, более 25,5 тысяч благодарных пациентов. Конечно, это очень хорошо, что врачи к нам приезжают в такую даль. Было бы хорошо, чтобы эта программа и дальше работала. Мы все этого хотим. Я вот хочу своего мужа перевести на инвалидность, а медицинская комиссия к нам не приезжала уже года 2-3. Вот теперь я смогла его показать неврологу, пульмонологу, окулисту. И они очень внимательно, тщательно осматривают пациентов. Все необходимое оборудование доктора берут с собой. Там на местах выполняется ультразвуковое исследование органов брюшной полости, сердца, сосудов, щитовидной железы, предстательной железы и молочных желез. Забираются и анализы. Это онкомаркеры, онкоцитология, также анализы на ВПЧ, гепатит, ВИЧ и другие. Привозим с собой эти анализы, потом, как только будут готовы результаты, специалисты узкие по своим анализам уже звонят индивидуально, корректирует лечение, например, эндокринолог берет на гликированный гемоглобин плюс гормоны щитовидной железы по показаниям. И, конечно же, потом идет коррекция лечения. Помимо взрослой мультидисциплинарной бригады врачей, в команде теперь и детские доктора. Они уже побывали в Верхоянском и Среднеколымском районах, а сейчас работают в Нижнеколымском. Ну а уже в октябре врачи отправятся в Абыйский и Жиганский районы. Ездят всегда у нас в бригаде врачи-кардиологи, эндокринолог детский, обязательно детский психиатр, это стоматологи, это хирурги, урологи и это акушеры-гинекологи детские. Во всех 13 районах республики уже тысячи человек взяты на диспансерный учет. Многие направлены на углубленное обследование и лечение. Практическая реализация новой модели арктической медицины «Мобильные доктора» – это тот самый нестандартный подход к решению задачи преодоления расстояния, чтобы помочь тем, у кого нет возможности приехать в Якутск. Мария Кардашевская, Георгий Григорьев, Артем Алексеев, Якутск. В Якутске стартовал ежегодный республиканский форум психологов. Тема мероприятия «Многообразие подходов» посвящена психологическому здоровью. Участники – психологи всех ведомств и учреждений администрации муниципальных образований, специалисты органов профилактики. Программа форума будет проходить до 6 октября. Открывающим мероприятием стало пленарное заседание. Спикеры форума и эксперты федерального уровня, доктора психологических наук. В рамках мероприятия участники обсудят актуальность принятия закона о психологической помощи. Также пройдет совещание о деятельности психологической спасательной службы республики, обсудят проблемные вопросы межведомственного взаимодействия при оказании психологической помощи несовершеннолетним. Для укрепления межведомственного взаимодействия, его развития, это было бы очень полезно узнать, чем живут и дышат другие ведомства, поделиться своим опытом, какие новинки, какие тенденции, какие исследования сейчас проходят для того, чтобы интегрировать науку и практику, скажем так, во благо и для дальнейшего качественного оказания психологической поддержки нашему населению. Пригласили наших коллег из районов, поскольку большой объем работы как раз-таки происходит в районах. И на примере положительных практик показать, как это можно эффективно
организовать в других районах, скажем так, да. В Якутской городской национальной гимназии состоялся фестиваль «Будь здоров, любимый педагог». Фестиваль проводится в рамках проведения Года педагога и наставника в России, Года труда в республике. Отмечу, что подобный фестиваль в регионе проводится впервые. Подробности в следующем материале. Участниками фестиваля являются обучающиеся педагогические работники, руководители образовательных организаций и заинтересованные организации и предприятия. На фестивале организованы мастер-классы по приготовлению блюд здорового питания от Ассоциации молодых педагогов республики, педагогические мастерские для руководителей подведомственных организаций и презентация благоприятной комфортной зоны по здоровому питанию. Городская гимназия, она презентовала новую свою зону после большого капитального ремонта, очень комфортную зону для учителей, где учителя могут и завтракать, и обедать, и ужинать, но и перекусить. Она оформлена в красивом национальном стиле, как в смысле и вся гимназия, и поэтому полностью соответствует концепции данного учреждения. Здоровое питание – это основа для здоровья и благополучия. Мастер-классы провели известный шеф-повар Николай Атласов, ветераны педагогического труда и молодые педагоги. Джулустан Решетников является педагогом дополнительного образования Центра «Сосновый бор». Он рассказал и показал, как приготовить полезный и здоровый перекус в повседневной жизни. Это будет бутерброд с красной рыбой и сливочным сыром. Сейчас я придерживаюсь правильного питания, так как начал с этого года заниматься спортом. Это для похудения и для поддержания тонуса вообще организма. Я считаю, что правильное питание – это неотъемлемая часть вообще питания самого человека. Также в рамках фестиваля проводится республиканский конкурс среди школьников и педагогов «Мой здоровый перекус». На конкурс поступило более 200 работ из всех районов республики. Подведение итогов конкурса состоится в конце педагогической недели. Оценивать работы будут нутрициологи, технологи и специалисты по правильному питанию. Даяна Федорова, Павел Пахомов, Якутск. Сегодня в России отмечается День гражданской обороны. В Якутске по случаю праздника прошло торжественное построение личного состава ответственных служб. Подробности расскажет Александр Хавренко. Более 90 лет в России существуют органы, отвечающие за гражданскую оборону. Пожары, наводнения, техногенные катастрофы. Где бы ни случилось чрезвычайное происшествие, спасатели и пожарные прибудут в кратчайшие сроки и предпримут все возможное, а порой и невозможное, для того, чтобы помочь в беде. Многие сотрудники считают, что работа в сфере гражданской обороны – это призвание, и даже после ухода на пенсию продолжают следить за своими молодыми коллегами. В последнее время, благодаря нашей правительству Российской Федерации и президента нашей Российской Федерации Владимиру Путину, особое внимание уделяется защите населения от пожаров, от стихийных бедствий. В этой службе должны работать только крепкие и надежные ребята. И мы с молодыми сотрудниками общаемся по праздникам, не только по праздникам, и в будние дни, советы им даем, своего опытом делимся. Недавно на территории Якутии был отменен режим ЧС, объявленный из-за лесных и ландшафтных пожаров. Значительно сократить площади пожаров и максимально быстро их ликвидировать помогли меры поддержки правительства республики и страны, направленные на обновление и модернизацию технического парка служб быстрого реагирования. В этом году у нас на вооружение поступило 18 единиц специализированной техники, как пожарной техники, как спасательной техники, большое количество оборудов по ликвидации различных чрезвычайных ситуаций, социально значимых происшествий. Также хочу отметить, что на территории республики в рамках вопросов гражданской обороны развиваются и вопросы по пунктам временного размещения, защитные сооружения в вопросах гражданской обороны. Одной из самых многочисленных структур в органах гражданской обороны является государственная противопожарная служба. Именно пожарные, как никто другой, знают, что проблему лучше предотвратить, чем ликвидировать, и поэтому большое внимание уделяется вопросам профилактики. Штатная численность личного состава составляет 2716 человек. Ежесуточно на боевом дежурстве поступает 500 человек личного состава, а также 300 единиц пожарной техники. На сегодняшний день наши инструктора во всех населенных пунктах проводят противопожарную профилактику и пропаганду против пожаров.
Сотрудники служб гражданской обороны готовы прийти на помощь в любое время и в любое место. Но всякий раз на праздничных мероприятиях для них звучит одно и то же пожелание. Пусть будет как можно меньше выездов. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск. Телефонные мошенники продолжают опустошать кошельки доверчивых нюрнбергцев. Подобные преступления регистрируются в районе практически каждый день. Только за последнюю неделю зарегистрировано 8 случаев дистанционного мошенничества. За текущий период 2023 года ущерб составляет уже около 80 миллионов рублей. В то время как за весь прошлый год сумма ущерба была на уровне 40 миллионов. Основная доля пострадавших – это работающее население в возрасте от 30 до 50 лет. Наиболее распространенными схемами по-прежнему являются звонки от имени банка или различных силовых структур. Национальная вещательная компания «Саха» готовится к празднованию 60-летнего юбилея якутского телевидения. 8 октября 1963 года в эфир вышла первая регулярная программа телевидения республики. Техническая дирекция – самый первый отдел вещания, который работает с того самого первого эфира телеканала. О кропотливой работе невидимого фронта расскажет Марферина Алексеева. За всеми теле- и радиопрограммами стоит слаженная, кропотливая работа большого коллектива. Подготовка к прямому эфиру объемных программ начинается за 4 часа до трансляции. В студии и аппаратной в одну смену работают около 20 человек. Все обдумывается до мельчайших деталей. Оформление титров, подготовка видеороликов, хронометраж, звук, свет и речь ведущих. Операторы настраивают камеры, художники-декораторы выставляют соответственное оформление студии. Во время трансляции у каждого работника имеется радиоприемник либо наушник, через который ответственные руководят синхронностью всего процесса. У меня был такой скептицизм насчет работы. Я думал, да, тут, прям как на заводе пришел, отработал, ушел, смену сдал. На самом деле сейчас для меня очень интересно заниматься аппаратурой, да, понимать, насколько сложный бывает эфир. Он ведь продумывается сценарий, да, получается продюсера, какие декорации должны быть. Вообще весь план от и до всегда прописывается. И в этом плавном участии мне очень нравится как-то одно целое, короче. В целом это огромная команда, которая отвечает за каждое свое действие. Но тем не менее мы работаем слаженно. То есть мы понимаем задачи каждого и как-то сопоставляем их. Компания владеет 3 телеканалами: НВК «Саха», Якутия-24, «Мамонт», а также радио «Тетым». И все вещания контролируются и отслеживаются в аппаратно-программном блоке, который работает круглые сутки на протяжении всех лет вещания. Аппаратура здесь отключается только во время профилактических работ каналов, а это 1 раз в год. Это самое сердце телевидения. Сюда стекаются все сигналы не только со всех студий нашей компании, да, но также внешние источники подключения из Москвы, из каких-то спортивных комплексов, мероприятий. Права на ошибку нет, потому что все происходит в прямом эфире, прямо все конкретно. Если на монтаже где-то какие-то ошибки можно что-то переделать со временем, здесь уже нужно соображать очень быстро. Оперзамены, если что-то случается, также перебои со светом у нас бывают. Это все нужно решать именно в ту же секунду. Это заключается работа в этом. Работа в эфире всегда непредсказуема. Каждый работник готов к любой внештатной ситуации. На подхвате всегда имеются дежурные. Реакция на импровизацию выработана у каждого. Поэтому после эфира у всего коллектива мини-праздник. После длительного эфира мы всегда все дружно выдыхаем. Да, мы сделали это. Вот что типа такого. Всего в компании 4 действующих студийных павильонов. Все они оснащены современным оборудованием. В каждом работают команды из профессиональных специалистов. АСК, аппаратно-студийный комплекс. Сюда входит два аппаратно-студийных блока. Это 5-й, который здесь мы находимся, который вводился в строй в 2011 году, в 2015 году. Это большая студия 300 квадратных метров, о которых мы так долго мечтали. Первая АСБ-1 – это та, которая строилась в 62 году, в 63 году прошлого века. И то, с чего начиналось, собственно говоря, это было 90 квадратных метров. 2 аппаратно-студийных блока у нас новостейных еще есть. Кроме того, в технической дирекции еще есть целый отдел передвижных средств телевидения. Это ТЖК, это передвижные станции телевизионные, это айтишники, компьютерщики, это радиовещание. В принципе, у нас такая достаточно большое разнообразие такое. А в принципе, все начиналось, конечно, в 63 году с маленькой студии. Но она
тогда была, нам казалась не маленькая, она была типовая студия. В этом году в честь юбилея для слушателей и зрителей телеканала компания разработала обновленное мобильное приложение, которое объединило все продукты и проекты компании. Ежегодно в телесезон на экранах появляются новые программы. Компания вещает по спутнику, в интернете, по кабельному телевидению. Всего по республике 260 передач. А за всем этим стоит слаженная работа преданных своему делу телевизионщиков. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Безусловно, работу телевидения невозможно представить без работы телецентров и центров связи. О долгой работе одного из них, АО «Арктиктелеком», расскажет Тимур Колмогоров. История якутского телевидения и радиовещания берет свое начало в 50-е годы 20 века. Первая пробная телевизионная передача в республике состоялась 31 декабря 1962 года, за 2 часа до Нового года, где демонстрировали заранее записанный на пленку «Голубой огонек». После этого в течение 9 месяцев 1963 года велись недолгие пробные передачи. И 1 октября 1963 года приказом министра СССР телецентр был принят в постоянную эксплуатацию и был создан Якутский телецентр. Именно этот день является точной датой рождения телевидения. Стаж у меня здесь на телевидении 50 лет. Прошел на телевидение в 1968 году. Дело, конечно, это было хорошее, стоящее. Мы старались очень донести до самого края республики телевидения. Вот так и я и втянулся в эту работу, очень интересную, полезную. Какие бы важные события в регионе ни проводились, без технического участия телецентра не обходилось. За все время были введены 133 новых спутниковых приемных станций и 357 телевизионных ретрансляторов, по итогу охватившие 99% населения республики. Именно благодаря работникам телецентра мы можем смотреть телерадиопрограммы НВК «Саха». Наши сотрудники Арктиктелекома в городе Якутске занимаются организацией для передачи каналов связи по интернету, по доставке контента телевидения и радиовещания до районных центров. А в районных центрах уже наши коллеги следят за исправностью оборудования, которое транслирует телевидение и радио уже непосредственно в самом населенном пункте. Порой специалисты для обеспечения качества связи выполняют по-настоящему героические задачи. Непроходимая местность, экстремальные температуры, пурга и многое другое. Благодаря их самоотверженному труду теле- и радиовещание распространилось по всей республике. Тимур Колмогоров, Георгий Григорьев, Якутск. Сегодня увековечили память человека, который долгое время руководил театром эстрады. В стенах театра состоялась презентация книги, посвященная творчеству и работе. В основном в книге вошли воспоминания людей, с которыми он общался и работал. Всего вышло в свет 50 экземпляров, в котором редактором выступила Наталья Игнатьева. На мероприятии присутствовали родственники Василия Филиппова, земляки, коллеги и коллектив театра. За более чем 30 лет работы в качестве директора театра эстрады из театра выросли более 50 лауреатов и дипломантов международных конкурсов и фестивалей различных уровней. Проходит презентация книги, которую выпустила младшая дочка нашего Василия Васильевича Филиппова в честь его памяти, так как все-таки Василий Васильевич прослужил театру 33 года, и именно Василий Васильевич все-таки дал статус театра, нашему театру эстрады. Вот. И как раз эта презентация проходит в рамках 55-летия нашего театра, юбилейного. Во Дворце детского творчества состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику Дню Учителя. Так, на ярмарке приняли участие 12 общеобразовательных организаций, школ и учреждения дополнительного образования. Образовательные организации представили хлебобулочную, кондитерскую выпечку, изделия ручной работы, которую сделали дети. На мероприятие приглашены педагоги, руководители и ветераны образовательных организаций. А также праздничные композиции встречал оркестр Дворца детского творчества. Мы собираем
во Дворце детского творчества наших учителей, школ города Якутска, руководящий состав с тем, чтобы подвести итоги работы наших учителей, наградить их, поздравить, поблагодарить за ту работу, которую они проводят для того, чтобы наши дети развивались и находили свое призвание, раскрывали свои таланты и вступали во взрослую жизнь уверенным шагом. Хочется поздравить всех наших учителей с этим замечательным праздником. 4 октября Якутская телебашня будет подсвечена розовым цветом в цвет международного символа поддержки программы борьбы против рака молочной железы. Иллюминацию можно будет увидеть с 9 до 10 вечера. Напомню, что со 2 по 8 октября по всей стране проходит неделя борьбы с раком молочной железы. Рак молочной железы является одним из самых распространенных онкозаболеваний в мире. Это одно из немногих онкозаболеваний, где самодиагностика чрезвычайно эффективна. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.